Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – героизм в музыке. На этом уроке мы узнаем с вами, каким историческим событиям были посвящены музыкальные произведения русских композиторов на героическую тему и какими выразительными средствами пользуются композиторы при создании героических образов. Выразительные возможности музыки поистине безграничны. Она может передать самые тонкие душевные движения, самые сильные человеческие чувства. Героическая тема – одна из ведущих в искусстве. Подвиги простых людей и знаменитых полководцев вдохновляли композиторов на создание опер и симфоний, ораторий и кантат. Кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский» посвящена героическим страницам истории Руси. Наши войска под предводительством князя Александра Невского сражались с отрядами тевтонских рыцарей. Художественный фильм на эту тему снял режиссер Сергей Эйзенштейн в 1938 году. Это было время, когда над Европой уже сгущались тучи. Приближалась Вторая мировая война, в которой нашей стране предстояли жестокие испытания. И фильм Сергея Эйзенштейна прозвучал очень точным эмоциональным акцентом. Он напомнил людям о благородстве подвига во имя счастья и свободы Родины, показал образец героизма и мужества в преддверии грозных сражений. Композитор Сергей Прокофьев, сочиняя музыку к этому фильму, воплотил образ русских воинов в хоровых эпизодах. Хор «Вставайте, люди русские» – это колокольный набат, призыв, сила и мощь хорового звучания. Другие русские номера выдержаны в более спокойном, величавом, распевном характере. Контрастным к ним, по замыслу композитора, должны были стать оркестровые фрагменты, изображающие вражеское войско. Военный прием рыцарей назывался «Скок свиньи», и композитор Прокофьев почти буквально трактует это название. Рычащие тембры низких духовых инструментов дополняются визгом, тембром флейт, диссонансами скрипок. Когда в бой вступает русское войско, композитор почти наглядно рисует лязг железа, бешеную скачку конницу, грохот смертельной битвы. Такая звукозапись создает небывалое эмоциональное напряжение. В опере «Иван Сусанин» композитор Михаил Иванович Глинка не использовал жестких звучаний, не изображал лязг железа и грохот битвы. Вражеский стан представлен в высшей степени благородно. Польские сцены полны изящества, красивые танцы, пленительные мелодии, эффектные костюмы. Подвиг простого костромского крестьянина, сосредоточенный в кульминации оперы, это тихий героизм. Сурово молчит заснеженный лес, и постепенно звучит монолог с прощальной арией Сусанина. Героизм этой музыки в спокойных интонациях, полных достоинства и глубокого внутреннего благородства. Героические образы широко и разнообразно представлены в музыке русских композиторов. Это «Богатырская симфония» и опера «Князь Игорь» Бородина. 1812 год Петра Ильича Чайковского. В опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Героическими интонациями наполнены и произведения Скрябина, поэма «Прометей» и революционный этюд. Если же речь заходит о музыке зарубежных композиторов, то в памяти сразу возникают образы, созданные Людвигом ван Бетховеном. Его называют музыкальным титаном, а многие страницы бетховенских симфоний могут считаться практически синонимом слова «героизм». Судьба композитора – это подлинный образец силы человеческого духа. Борьба не с внешним врагом, но с жестокой судьбой и победа. Победа над обстоятельствами, перед которыми люди обычно готовы смириться. Бетховен, будучи уже известным композитором, узнал о своей тяжелой болезни, но болезнь неуклонно прогрессировала, и он стремительно терял слух. А сама жизнь музыканта, казалось, становилась бессмысленной.